Предстоящие выборы президента России – одно из самых ярких и важных политических событий этого года. В Ингушетии приложили все силы, чтобы голосование прошло максимально прозрачно и на высоком организационном уровне. В подготовке и проведении выборов президента России задействованы 9 территориальных и 142 участковых избирательных комиссий. Для жителей будут созданы все необходимые условия, чтобы исполнить свой гражданский долг. Продолжается работа по информированию граждан о предстоящих выборах. В целях информирования граждан о выборах и повышения их электоральной активности избирательными комиссиями проводятся мероприятия в рамках проекта «Информ-Week». Эта работа продолжится до 7 марта. 7 марта эта работа заканчивается. Членами комиссии с правом решающего голоса осуществляется подомовой обход, в ходе которого до избирателей доводится информация о способах голосования, о датах и времени голосования, о местах его проведения, информация о зарегистрированных кандидатах и политических партиях, выдвинувших кандидатов. Все прилегающие территории к участкам должны быть приведены в порядок. Принято решение провести ближе к выборам субботник. Председатель правительства Владимир Сластенин отметил, на сегодняшний день предстоящие выборы – задача номер 1. На регионах лежит большая ответственность. Остается всего 2 недели до выборов президента. Обсудили вопросы технической обеспеченности, работы оргтехники. Поэтому это одно из важных проявлений волеизъявлений жителей нашей республики. Жители, как всегда, нашей республики участвуют самым активным образом в выборах. А поэтому мы еще, пользуясь случаем, призываем всех наших жителей прийти на избирательные участки и проголосовать. Как проголосовать, это как совесть уже подсказывает. Далее в повестке отбор граждан на военную службу по контракту. Жителям республики, годным по критериям отбора, напоминают, что служба в вооруженных силах России – это прекрасная возможность построить блестящую карьеру. На сегодняшний день задание, которое определено республике военным комиссариатом, выполнено на 15,3%. У нас отправлено более 90 человек. Ребята идут на контракт, заключают контракты. Думаю, что задание определенной республики будет выполнено своевременно. Также хотелось бы, наверное, сказать то, что на сегодняшний день у нас идет подготовка к очередному призыву. Начинается оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу. Всем гражданам вручаются повестки. Еще один важный вопрос в повестке совещания – заключение государственных контрактов по объемам и мероприятиям национальных проектов. В Ингушетии активными темпами идет их реализация. О контрактации рассказал начальник управления по организации проектной деятельности администрации главы правительства Ингушетии Беххам Айсагов. Контракты подписаны по следующему министерству. Минстрой 76%, что расходит министерство, Минавтодор 100%, Минпророды 76%, Минздрав 8,6%, Минобрнов 9,2%. План графики по всем министерствам подвергнется организациям подтверждения. Кассовое исполнение на сегодняшнюю дату 133 миллиона 786 тысяч, это 3,2%. Также в рамках совещания обсудили вопросы паломничества и запланированные в регионе важные мероприятия. Проанализировали ход выполнения 2 месяцев, обсудили послание президента, из которого самая главная цель – это забота, социальная забота о людях. То есть продолжаются все программы, которые поддерживают многодетных детей, молодых семей. У нас большие мероприятия готовятся именно в рамках проведения СВО. У нас есть задания по направлению наших ребят на службу. И 10 марта у нас приезжает большой агитационный поезд, который рассказывает о деятельности бойцов на СВО. Поэтому тоже приглашаем всех 10 марта в Назрань. Прямо на железной станции железнодорожной будет работать поезд. Особенно молодежь, студентов, которые придут, и можно провести эту экскурсию такую политическую, воспитательную. По всем вопросам профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения. Ирина Сычева, Сулейман Костоев, Магаз 24.